Сделали новую входную группу, более удобную для посетителей. Сейчас Пестриченскую поликлинику не узнать, говорит ее главный врач. Изменения видны сразу. Появились удобные пандусы для людей с ограниченными возможностями, новые входные двери, окна. А чтобы пациентам было еще комфортнее, коридоры и зону ресепшн сделали шире. Это у нас чистые перевязочные. Врачи сегодня не скрывают радости. Большой ремонт не обошел и их кабинеты. Они стали не только светлее, появилась и новая комфортная мебель. После ремонта, вот я работаю 38 лет, это самые счастливые мои года. Приходим на работу, пожалуйста, и мойку сделали теплую воду. В общем, очень хорошо. Охота на работу ходить. Обновлений здесь ждали долго. Больницу построили в 2003 году. За это время капитального ремонта здесь ни разу не было. Много людей как раз таки сейчас хотят поменять городскую суету на сельскую жизнь, поэтому продают квартиры, строят здесь дома. Соответственно, значит, и социально они тоже хотят получать также все услуги, как получали в городе. Ремонт никак не сказался на приеме пациентов. Работы идут уже 4 месяца, но поликлиника принимает как обычно. Сын у меня вот инвалид, он было время, в то время, когда была больница старая, не мог сюда порог сам проехать. Во-первых, спустились специалисты со второго на первый этаж. Это то, что удобно больным не подниматься по лестнице на второй этаж. Это так должно, наверное, быть во всех поликлиниках. Республика выделила средства в сумме 74,5 миллиона рублей. В данной поликлинике ведутся полные работы по капитальному ремонту, замена дверей, окон, инженерной инфраструктуры, это электрика, пожарная сигнализация, автоматика и слаботочное устройство. Выйдя на улицу из поликлиники, сразу понимаю, что строители взялись за ремонт всерьез. И впереди их ждет еще целая гора работы. Несмотря на это, они обещают все закончить уже в конце ноября. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Пестрецы.